Всем привет. Света, приветики. Всем привет. В общем, решила зайти в прямой эфир, с вами поговорить. Кешегі эфирден соң бик көп сұраулар келді, бик көп қызықсынушылар. Шуңа күрә бүген дә инде біз сіздің белән элемтәгә чыгарга булдык. Ничек хәлләрегез, как у вас дела? Очень рада всех видеть. Заходите, я буду вас ждать. Кстати, обалденный котайзер. Прям очень классный. Не сушит кожу. Прям идеально. Привет. В общем, я тщательно подготовилась к нашему эфиру. Представляете, никогда так не готовилась. Я думала, что прямой эфир, знаете, не то, что думала, а прямой эфир для меня... Прямой эфир для меня это, как, знаете, просто как развлекаловка была. А сейчас я как бы полностью, прям перед прямым эфиром полностью готовлюсь, привожу себя в порядок, полностью сосредотачиваюсь на определенной теме, потому что все равно меня несет то туда, то сюда, поэтому я как бы стараюсь именно в одном направлении двигаться. У меня мама приехала, кстати, папа, блин. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Нормально, мына менің мама. Добро пожаловать, балам. Привет, балам, привет. Сәмісіз. Вот, бүгін енді мен бір өзім түгел. Бүгін біздің Екатеринбург өлкәсінен де қонақлар кірешек, Алла берсе. Здравствуйте. Приветики. С приездом. Чай, кофе. Что вам надо? Хайгрисин былай терапия көріп. Сугын мәйінді. Яви, біз ертелік шықмадық. Кеткен болсақ. Біз еркелер тересінде боладыр. Тихо. Ботуанашында боладыр. Тихо. Алла сугынгенді білелер бейді. Сугына мен де неше теймсің. Лакармансың. Олы сөйлесің. Халини зопакыры. О, красотка наша. Тегілер запитler mi? Yok, осталар олар. Закажи что-нибудь. Закажи чай марокканский. Шей ішіп желеді кенде осқа сегебіз қазір. Ne o ofisке kere çıkarıyor. Кеттік біз офисқа. Не, барату. Лилепа сізген чай іштегендер. 40. Olar bitirdi hadi. Олар хаман шунда жылып тұралар әлі. Кім білі? Барайлы. Қоя барайым. Оска. 20-50 штук. Лидерлар отырсынlar. Бар не? Не сен кім? Мен де лидерлар ама. Оны өтемеремді отыр. Айда, өз қораласын ола. Берер мені жолочку тәндіңіз? Жоқ, сен теңде қалдырған. Можно эфир не забывать? Neyse şeyler bunda. Koytu bunlar. Шей ішелер, айда. Режида шақырған, айда. Шей ішелер, айда, бізді шақырған. Onda bitmeler hazır. Biz travel'da ne yapıyoruz? Şekil ciddi alır. Мы здесь в Корсуне сидим. Енді түсіп мінейік. Bu bitlerine bitir. Офис нешеде бекленеді? Orada var. Все везде? Вообще по сути. Al, değil. Kör. Мне ничего не надо, мен ішіп желерім бүгін. Чай марокканский можно? Bunda şöyle mi var? Дайте мне 4. Bunda важно за алкоголь. Томаса сендерді совсем без проблем. Имя, фамилия, отчество, дата рождения, что номер ты, телефона, да? электронный Я адрес, помню. регистрация стенда и дальше пойдем. Нет, может тогда без марокканского пока? Ладно, давайте посудим. Ладно, извините, пожалуйста. Куда переходить? Тегінде мақыл. Шылагорында. Biz просто вперед. Все экономим. Yaraydı. Akşalık hayırlı. Өш отвлекает білерінде ғафу тегесін. Пуговицаны электр. Как говорится. Үйде түсіп мінейік. Біз неде? Потом Еваға барырмыз деп айтырсың, яма. Айдай Еваға деп айтырсың. Білау. Не? Еваға пішірбіз. Неше күнде не, Не, мен аны шақырға тиіш. Бізді шақырыңыз.
Зачем? Все равно же Камень будем этим, сидеть. ладно. Извиняй. Ney? Eyde Neye bak? koy. Bak. Eyde çıkınırız. Niye bak çıkar? Sen turayım oturda mısın? Ne mi çıkıyor? Bildim işte. Endi o'z kelishtirayotsan. Evatlab qora beradi. Извините, пожалуйста. В общем, у нас всегда такой кипиш, когда родители приезжают. Безден вообще. Есть же сериал «Сваты». Вот у нас точно такая же история. Как бы можно о нашей семье снимать сериалы. То есть ничем не хуже будет, чем «Сваты». Тоже востребованный такой будет. Вот, поэтому извините, пожалуйста, что я отвлеклась. Сами понимаете, приехали родители и такой кипиш. Вот. Как же я люблю Лилияна. Такая классная. Вы тоже такая, Рахмат Бюкзет. Что-то сегодня вы какие-то неактивные, да? Вчера намного как бы поток комментариев от вас шел. Сегодня какие-то прям все спокойные. Вильдан, где сидите? Я сижу в Корстене, как всегда. То есть мы, знаете, у нас офис находится в Корстене. Мы утром приезжаем, ну, как утром, в 12, в 11 и до ночи. То есть, или как Воронины, точно. Просто у нас завтра сделка. Мы квартиру завтра берем. И, ну, я не могу без родителей квартиру брать. Мне же надо, чтобы они видели, чтобы они все там посмотрели. Поэтому в такой знаменательный для нас день мы позвали моих родителей, вот, чтобы они все посмотрели, чтобы мы, в общем, ролик тоже снимаем. Поэтому, в общем, мы решили все вместе, так сказать, собраться в этот день. Потому что для нас это с Вильданом такая большая первая покупка. Мы прям, знаете, так сказать, говорю, мы с тобой вступаем во взрослую жизнь. Представляешь, год назад мы с тобой ходили, радовались на 4000 рублей, да, когда там у меня рекламу покупали, отправляли на карту 4000 рублей, мы так радовались, да, и то есть через год мы уже покупаем квартиру в центре Казани, и то есть это, ну, на самом деле не то, что я сижу сейчас и хвалюсь, да, то есть, но это все равно такая вот, я уж стараюсь такую хотя бы маленькую мотивацию давать молодежи, маленькую мотивацию давать именно для того, чтобы они работали, чтобы никогда не останавливались, чтобы ни от кого ничего не ждали. То есть, ну вот у меня вообще цель и роль в Инстаграме такова. То есть я полноценно как бы стараюсь мотивировать молодежь, стараюсь мотивировать именно людей, которые где-то что-то, у кого-то что-то не получается, да, то есть у нас вообще наш бизнес состоит в том, чтобы помогать как бы людям, потому что оно это не секилялми, потому что у них там гости, и то есть, ну, они не могут бросить. И, то есть, на самом деле мы, ну, как бы, вот говорю же, год назад мы даже представить себе не могли, что мы можем вот это вот все сделать. И, то есть, это не ипотека, да, это не кредит. То есть мы год прям, ну, работали, пахали, можно сказать. Мы прям очень так плодотворно работали, так сказать, ставили большие-большие цели. И Аллаха шукр, прям Аллах Тааля купсиннасин идет. На самом деле, ну, очень такое событие для нас. Поэтому пусть она будет небольшая, эта квартира. Я не говорю, что мы покупаем хоромы какие-то, да. Она квартира у нас небольшая, но у нас своя. И то есть для нас это, ну, в 23 года без помощи там родителей, да, родственников. Ну вот, ну, все равно для нас это, ну, прям событие. Поэтому без родителей нам, ну, не обошлось. Вильданың мамалары, ну, к сожалению, не смогли приехать. По поводу свадьбы, не знаю, возможно сделаем, возможно нет, потому что у нас очень много вот затрат. Мы не хотим делать свадьбу на деньги родителей, хотя родители как бы тоже хотя родители как бы, ну, предлагали тоже, давайте, говорит, сделаем вам как бы свадьбу красивую, но и Вильдан не хочет, и я как бы не хочу, все равно. Мы и никах тоже за свой счет делали, то есть когда мы никак делали, мы уже начали работать в НЛ, мы уже начали зарабатывать,
И то есть и никах мы сделали на свои деньги, и вот свадьбу тоже хотим на свои деньги. Но пока что у нас чисто финансово, я думаю, что мы пока что не осилим. И свадьбу тоже, потому что если делать, то надо делать хорошо. Вот. Но для нас сейчас в первую очередь стояла это покупка недвижимости, потому что, не можешь же всю жизнь продолжаться, снимать там однокомнатную квартиру. Охота что-нибудь свое, поэтому вот такие вот дела. Яра Рональд. Пока. Сколько с музыки зарабатываете? Ага. С музыки вы знаете, музыка для нас это не источник дохода. То есть я не могу, в ипотеку взяли. Нет, не в ипотеку. Аллах шукр. Мы накопили, мы где-то что-то ограничивались, да. Но я не могу сказать, что мы прям вообще ограничивали, да, себя в чем-то. Нет, мы нормально жили, но Бильдан у нас все равно откладывал денежки. Вот. Знаете, много там говорят, мне вот пишут, вот ты очень же ты нашу шиит какие ваших ты бы там не работала, НЛД, ты брахат на да. Очень много вот таких вот сообщений приходит, да, что хочу сказать этим людям. Да, у меня много было тех, кто были богатые, да, что-то ухаживали, но это же все не мое. То есть я никогда в жизни не хотела выйти замуж за какого-то богатого человека, да, который там... Кто покупает квартиру, Вильдан или вы? Мы вместе покупаем. Вот про это я говорю. То есть у меня никогда не было цели выйти замуж там за богатого какого-то человека. Если бы у меня была такая цель, я бы давно уже вышла за какого-нибудь олигарха. Но у меня в приоритете стоит, чтобы человек, мужчина, во-первых, меня любил, чтобы я любила этого человека, чтобы именно он был перспективным и, самое главное, башковитым. Поэтому, кызлар, никогда не ведитесь на всяких олигархов. Если же вы вместе все это будете добиваться, если у вас вместе вот мы с Вильданом что? Мы начинали вот прям вообще без ничего у нас ничего не было абсолютно. И у родителей тоже спрашивать не вариант, да, потому что, как это так? У нас ничего не было абсолютно. Мы жили, знаете, на 4000 рублей, хотя это казалось бы, шаны булмый, да, потому что мы же вроде как артисты, да, там столько подписчиков, но дело абсолютно не в этом. То есть мы очень-очень-очень, я не могу сказать, что плохо, да, но тяжело было, в общем, вот. И шуакура мы всегда старались держаться вместе, никогда друг от друга не отказывались, хотя что только не было, какие только высказывания не были и в сторону меня, и в сторону Вильдана. И Вильдана отговаривали от меня, и меня отговаривали от Вильдана. То есть много всякого разного было, но тем не менее мы просто понимали, что мы вместе сможем. А по отдельности, возможно, мы бы и не смогли ничего сделать, но мы настолько просто научились, наверное, вместе коммуницировать и работать вместе, да, так же, как и вместе жить, и то есть, вот это вот все у нас превратилось вот это все. В общем, шанкура, кызлар, не ведитесь на всякие дорогие подарки, не ведитесь на всяких олигархов. Не надо. Когда у вас все это вместе, бір кошек там башлап, да, ведь когда вы вместе развиваетесь, вы настолько, знаете, я не знаю, вот харбир эйбернің шундай қадірі была. Когда мы с Ильданом тоже, первая у нас такая совместная большая покупка, это, конечно, машина была. То есть мы купили машину сразу, потому что мы ездили на моей машине, которую купил практически мой папа, если честно. Мы ездили на этой машине. Kia Rio 17-го года. Хорошая машина. Но все равно вот то, что
то, что это моя машина, Вильдана немножечко, знаете, так вот. Но он и за руль тоже как-то не садился. И как, ну, садился, но ему было все равно стрёмно, это же моя машина. И то есть я понимала, что Вильдан хочет новую машину, что он прям хочет, чтобы эта машина была хорошая. То есть мы купили через 4 месяца работы в НЛ, мы купили машину Infiniti QX70. И то есть это, и пока что не продав нашу вот эту, ну, мою машину Kia Rio. Она у меня проблемная немножечко была. Вот, и то есть это наша такая совместная покупка была. Мы, знаете, эту машину так берегли, и она харбер почмагы бізге шо қадірлі болды, чөнки это, ну, наша машина, мы вдвоем купили, мы день-ночь работали, чтобы купить эту машину, да, то есть нам никто там на блюдечко не преподнес, вот вам машина, Мэгс Баллард, не было такого. И я на самом деле прям вот когда мы вот работаем, да, получаем результат, и когда люди обесценивают нашу работу наших менеджеров, да, когда наши менеджеры также день-ночь работают, да, здесь это не та история, где вы просто вкладываетесь, да, либо покупаете продукт, и вы все, лежите рахат, наверное, у вас просто деньги с неба там капают, да, это не та история абсолютно, здесь работать надо. И мне что здесь, знаете, вот в этом именно бизнесе, что здесь понравилось? Халяльный бизнес, халяльный заработок считается. Потому что у нас, во-первых, цены едины для всех. У нас нет такого, купил на одну цену и перепродал там втридорога, да? Здесь такого нет. Здесь все чисто, прозрачно. И когда мы окунулись вот в это все, да, и когда у нас тоже, когда вот начали только работать, шквал просто негатива. Да вы там всякой фигней страдаете, покупаете, продаете какие-то порошки, там, в общем, кучу всего, да. Но и сейчас я понимаю, если бы мы на тот момент обратили вот на это все внимание, да, либо просто бы как бы сдались, руки бы опустились, ну, не было бы всего вот этого, что сейчас вот есть, да. У нас, я не могу сказать, что у нас есть прям, не знаю что, да, нет, просто если сравнивать с тем годом, мы на самом деле хорошую работу проделали. И поэтому, когда обесценивают нашу работу и как-то пытаются стебаться, да, как-то пытаются, не знаю, люди, которые, в принципе, не имеют понимания о бизнесе, не имеют понимания о сетевом бизнесе, что-то говорят, да, там, оскорбляют, для меня это неприемлемо. То есть я, конечно же, в это время могу очень жестко ответить, потому что, во-первых, я в ответе не только за себя сейчас, да, у меня целая команда, целая структура, очень быстро развивающая структура, то есть они все у меня, вот знаете, вот я всех настолько люблю, они все настолько мне дороги. То есть мои менеджеры, наши менеджеры с Вильданом, знаете, это как вот наша семья. Вот наша семья полноценная. То есть я их настолько вот как бы свои, они родные, что вот. Поэтому как бы, что хочу сказать, работать нужно, работать, идти дальше. То есть добивайтесь своей цели, как бы не расслабляться и идти дальше. То есть вообще, нам повезло с Вильданом, что мы умеем друг друга мотивировать. То есть, если я замечаю, что у Вильдана, например, там опускаются руки, либо он устает, но мы на самом деле очень устаем, сильно устаем, не скрывая. И мы, когда вот, я понимаю, я вижу, что у Вильдана руки опускаются, я его сразу стараюсь мотивировать. Регина Па, я тоже тебя люблю. Регина Па. Балташтан, кстати, без нами лидировалась. И то есть, когда я вижу, что у Вильдана руки опускаются, я стараюсь мотивировать. Мы ездим по всяким разным там поселкам, где такие шикарные дома, да. Мы ездим там по автомобильным салонам. То есть я стараюсь его мотивировать, да, стараюсь его вдохновлять. Когда у меня руки опускаются, когда я понимаю, что все, не понимаю, ничего у меня не получается, когда шквал негатива, когда ничего не получается, и у меня он видит, что руки опускаются, и он как-то вот старается меня мотивировать, да, там показывать всякие разные штучки, да. То есть я знаю, на что можно надавить, да, то есть там машины, он очень любит машины, дорогие там квартиры, то есть вот этим вот все мотивирую. А он меня там мотивирует там всякими платьями, украшениями, то есть вот этим всем девчачьим, да, то есть косметикой. Я когда смотрю, я всегда, кстати, смотрю и учусь у
как сказать, не у богатых, да, но у тех, кто на 10 голов меня выше. И то есть и мои менеджеры, да, вот именно мои, они все вот на 10, на 5, на 10 голов меня выше. Именно по мышлению, именно по развитию. То есть они меня выше. И то есть я учусь у своих менеджеров. Это тоже очень важно, это тоже очень прикольно. То есть мы, знаете, вот как такой тандем с нашими менеджерами, да, то есть я, вы знаете, я им настолько благодарна. Есть разные менеджеры, есть те, кто не выдерживают, да, то есть такой нагрузки, потому что на самом деле работать надо, я сразу говорю, работать надо как бы саму себя мотивировать, уметь, да, то есть которые сдаются, уходят, ну, те, кто вот как бы, они вроде вот зашли, сделали там, ну, капельку, и они почувствовали, что здесь надо работать, что здесь все не просто так. И они уходят, то есть еще не попробовав практически ничего. И именно из-за таких менеджеров у нас складывается, как бы они же не будут говорить, я там работал не по системе, у меня там не получалось, я там ленился. Они так не будут говорить. Они будут говорить, что в компании НЛ денег нет, что в компании НЛ там продукция плохая и так далее, и так далее. То есть из-за таких людей, можно сказать, и складывается впечатление, что в компании как бы не зарабатывают. Хотя у меня куча примеров, где обычные девчонки из деревень, из маленьких городов зарабатывают довольно-таки хорошие деньги. То есть все зависит от вас самих. Я никогда в жизни не поверю, что любой сетевой бизнес, да, любой, возможно, в любом сетевом бизнесе можно заработать и сделать себе имя. Во-первых, здесь вы не только зарабатываете, да, хорошие деньги, во-вторых, вы здесь себе делаете имя. То есть вас здесь признают, то есть у вас здесь идет признание. То есть есть люди, которым не хватало в жизни признания, да, то есть хотели чего-то такого, чтобы их признавали, любили, а не было нигде. То есть в обычной работе, где вот в офисной, да, ну нет же такого, чтобы там признавали, там, не знаю, боготворили, да. А у нас здесь как бы, ну, есть такое, что людей, менеджеров очень хорошо признают и как бы и еще это мотивирует. То есть у нас, я не знаю, просто куча возможностей для тех, кто хочет работать. Вот. В общем, я с вами поделилась своими новостями, своей радостью. Вот. Но я периодически тоже буду вот так вот выходить, рассказывать свои истории. Завтра мы будем снимать видео, потому что много сообщений приходит, да, в директ. Как вы начали работать, почему именно, если касаться личной жизни, почему именно с Вильданой вы связали свою жизнь, как у вас получилось вот с нуля построить такой вот бизнес, да, то есть очень много вопросов, поэтому охота с вами тоже делиться, рассказывать вам все. Также охота знакомить вас, Этнополис мне нравится, как сказать, знакомить вас с нашими лидерами, менеджерами, чтобы вы их как бы знали, потому что у меня не всегда, может быть, хватает времени отвечать в директ, да, по поводу продукции, по поводу бизнеса, да, то есть и вы будете понимать и знать, что у меня есть вот менеджеры, лидеры, к которым вы можете обратиться, и они как бы вам помогут в выборе там, не знаю, продукции, либо в бизнесе. То есть одна из них сегодня у нас будет Лени Запа. Лени Запа, она, знаете, уникальный человек. Я вообще Лени Запа знаю с детства. Начнем с того. То есть она у нас организатор концертов. Очень уважаемый человек в Екатеринбурге. Я ее знаю с детства. И вы знаете, я не знаю, как правильно сказать. Наверное, скорее всего, охотилась Лени Запа, потому что я понимала, что этот человек, он настолько энергичный, он настолько в ресурсе в своем, да, что она может просто все перевернуть. Поэтому я как бы, я прям ходила, думала, как же ее позвать, вот как мне подойти, что, ну и как. В общем, я решила просто в один прекрасный момент позвонить ей и сказать, я говорю, Лени Запа, не хотите вы в бизнес? А она, знаете, она категорична была по поводу сетевого бизнеса. У нее вообще, вот знаете, у нее вот все, нет того, нет и все. То есть, потому что, в свое время
А, Если я не ошибаюсь, она вот сегодня тоже расскажет, в свое время она, по-моему, вкладывалась в какие-то пирамиды, да, ну, потому что были же вот эти вот в одно время популярны, когда я еще была маленькая. И то есть поэтому после этого у нее какой-то вот такой осадок остался, и она вот к сетевому бизнесу, к бинарной системе относилась прям вообще вот категорично, то есть нет и все. И вы знаете, я так рада, что я, не то чтобы я, да, я подключила тяжелую артиллерию наших наставников, чтобы они поговорили Лене Запавлем, потому что я понимала, что она настолько сильный человек, настолько, знаете, такой вот жесткий, довольно-таки жесткий человек, и я понимала, что у меня просто-напросто не хватит сил. Я понимала, если мы подключим Лене Запану, то она здесь просто горы свернет. То есть я понимала, что Лене Зап это тот человек, который именно, если вот как бы она свои вот эти вот силы, да, она направит на сетевой бизнес, да, вот именно на НЛ, то она добьется просто невероятных успехов. И поэтому я решила, в общем, ее позвать. Я ее, по-моему, 2 раза звала, если не ошибаюсь. То есть были отказы с ее стороны. Но потом как-то она говорит, ну давай я, слушай, схожу. А я ей сказала, говорю, Лиза, пожалуйста, сходите просто. Сходите, послушайте. У нас Остапа приезжал в Екатеринбург, и у них была встреча. Я говорю, просто сходите и послушайте. В общем, она пошла, сходила, и в итоге она у нас сейчас работает, лидер. То есть зарабатывает хорошие деньги. Поэтому я хотела бы позвать Лену Запану, если она тут. Ага, все. К нам в прямой эфир, чтобы она рассказала про свой результат. Ой, вот Лена Запа. Лена Запа, здрасте. Привет, привет, Апаем, привет. С вами с утра до вечера вместе, но все же поздороваемся. Привет, родная. Лена Запа, я такой, промоушен вам сделала, рассказала. Ой, слышала. Предысторию рассказала. На самом деле, я же вас давно знаю, я уже маленькая была, мы к вам в Екатеринбург приезжали с концертом, и я на самом деле так рада, что мы с вами вместе работаем, что мы в одной команде, это на самом деле дорогого стоит, потому что, во-первых, Санкт-Петербург, да, вот я сразу хочу начать Санкт-Петербург. Это было вообще что-то, Это потому что-то. что это что-то, мы сами первый раз ездили, и это невероятное просто впечатление, ощущение. Мы все еще вот входим в эйфорию. Нам просто вот... Я хочу, чтобы вот Лена Запа поделилась, потому что я вчера уже говорила. Лена Запа, как вообще вам в Питере было? Вообще, что это? Расскажите немножечко, пожалуйста. Ой, во-первых, всем добрый вечер. Кто, как говорится, смотрит эфир, кто любит нашу Гульнаску, я ее обожаю, сразу скажу. Вот, Питер вообще, вот мне до сих пор мурашка по мурашке бегает, и мурашки погоняет, называется. Дело в том, что я ни разу, у меня мечта была, детская мечта быть в Питере, но, видишь, понимаешь, у нас здесь воедино слилось и, да, путешествие по Питеру, и, само собой, день рождения. То есть я когда просто пришла в зал, увидела количество людей, которые просто вот, занимаются этим делом. Если бы это было бы фуфло, скажем так, да, то там не было 5000 людей. Конечно. Ой, мурашка, смотри, что делать. Вот, во-первых, я не знаю, с чем это можно сравнить, даже не объяснить. Когда вышли наши лидеры, Резида, Солару, у меня вот прямо, знаешь, вот, я не знаю, или орать, или плакать называется. Это было здорово. Во-первых, знаешь, вот, да, многие структуры выступали, но вот когда вышел на второй день Казахстан, Ардаша, да, я думаю, наверное, все-таки у меня мир перевернулся, вот просто напрочь, да, Казахстан все-таки это рулит. Я когда в свое время еще изучала ее, да, я смотрела ее историю, потому что не просто так же с бухты-барахты приходишь, правильно? Да. Я смотрела, да, девочка на чаях вышла, то есть наши чаи на самом деле вкусные, то есть мы же татары, какой татарин без чая? Да. Вот, поэтому и казахи то же самое, а сейчас у них такая структура, столько бриллиантов, извините меня, если бы этого не было, то столько бы людей не пришли бы на самом деле. И когда я спустилась в партер, помнишь?
Помню. Привет. Я вышла в партер и, помнишь, загадала желание у сцены. Я говорю, там келесі елға я буду на этой сцене. И буду ловиться, потому что сегодня я, вот осознавая все, что было, я поняла, что я напрочь ничего не знаю. Я прямо изначально буду все заново изучать. Изучать все азы, своих девчонок звать. То есть я ведь в этот раз поехала не одна. Во-первых, я боялась, честно скажу. Одна ехать боялась. Вот, блин, какой-то страх. Вроде бы уже ничего не боюсь. А тут боялась. Позвала своих девчонок, Гульсина, блин, Альфиряна, потому что они вместе со мной. Я говорю, я с вас не слезу. Бригада. Вот. Они, конечно, очень рады. Они очень благодарны, что, да, их позвали. Потому что столько эмоций, столько нового услышать и увидеть и понять. Ну, а когда услышали историю Хохлова, ну, это мама не горюй. Я сначала, когда слышала изначально об этом, я не поверила. Но когда человек сам рассказал, что он ушел из своего бизнеса, когда у него все было налажено, скажем так, да, и начал все заново, ой, мамочки, вот, ну, просто респект. Это на самом деле. Ведь по годам он моложе меня, наверное, немножечко, буквально на года 2-3. Ну, приблизительно моих лет, да. И я думаю, мамочки, у меня же получается еще не все упущено, значит, я еще все могу. Вот, потому что семья все будет, мне там, нет, надо, нет, я с этого не слезу, да. Шел, поэтому... Ой. Да, ну, я уверена, Лиза, то, что на следующий год Алаберса я буду стоять, да, и говорить, да ты 5 квалификаций Линизы Сидикова. Клуб миллионеров хотя бы там за первый уровень. Ну, то есть это... И мы сейчас с вами, вот, то, что мы туда поехали, мы сейчас с вами разговариваем на одном языке. То есть мы понимаем с вами друг друга. То есть намного легче уже контактировать. То есть мы уже понимаем, про каких лидеров мы говорим, мы уже понимаем, про какие истории мы рассказываем. Да, да, вообще о чем идет речь, да, ведь получается? Да, то есть вот мы даже я перебью, извиняюсь, конечно, смотри, вот я пришла, да, в зал, и когда видишь те взгляды людей, которые меня знают, да, и меня не узнают, по сути дела, я такая, вау. То есть, да, на минуточку минус 23 килограмма, то есть да, это не просто так. Вот, то есть я с 66-го размера слезла на 56-й. 56-58, да, честно так скажу, вот. Да, кстати, поэтому я хотела про результаты у вас тоже спросить. Да, было здорово, пришлось все заново покупать. Конечно, в копеечку вошло, но ничего страшного, зато было здорово, когда даже Фярис Бrini Курдляр, да, о, Линизапа, такой, привет. Вот, поэтому, да, ну, у меня мама классно, тоже. Это здорово. Линизапа, говорит, красотка, прям девочка, но это на самом деле, но это же еще сила воли, то есть это же о многом говорит. Просто так, ты знаешь, Вильдан тоже, я говорю, Вильданга, в Инстаграм, да, показываю вашу фотографию, я говорю, Линизапа, и он такой, в смысле? И он настолько с восхищением, потому что, ё-богу, это же не просто так, это же сила воли Баларгатиш Кишинек. Ну да. И то есть, и я знаю, помните, вы как только вступили в марафон Резана Эльниларны, я у вас спросила, как там у вас дела, вы не голодаете, вы говорите, что это для вас много даже. Я объелась, мне так много. Вот я когда объясняю людям, что я не голодаю, я наоборот объедаюсь, я еще даже те порции, которые нам приписываются, я их делю, скажем так. Да, я филоню, я делю, честно. И поэтому вот у меня уже мысль, я давно ходила, кстати, вот ты мне правильно подсказала. Знаешь, когда худеешь с худыми, думаешь, да ну неправильно, не то. А может быть, я сейчас на самом деле в реальное время создам команду людей, которые хотят сейчас со мной продолжать. Мне еще, нужно скинуть приблизительно такое же количество килограмм, чтобы быть уже в норме, прямо вот в моей норме. Я в одно время худела, я неправильно худела, я худела на голоде. Но потом из-за того, что, да, организм, видимо, у нас умный, не такой, как Абяка, скажем так, запасливый, и из-за преднизолона, я набрала еще даже больше. То есть я вот в огромной когда я уже скину напрочь, я выйду на сцену, я скажу, сколько я была. Да, улыбся. Вот. И вот сейчас я хочу, да, я сегодня объявляю, вот прямо в прямом эфире, объявляю, что я открываю набор в свою группу похудения.
Не с худышками, а со мной с толстушкой. Вместе будем шагать. Буду вести за руку, просто объяснять, как я питаюсь, как я веду своих девочек, да. У меня же есть все равно своя команда. Вот. То есть мы будем честно поддерживать друг друга. Бывает, потому что очень много проблем. Да, это большой труд. Да, вес встает. Да, бывает так, что вот, ну, не бывает силы, все, а все равно нужно поднять человека, промотивировать, за собой тащить. И команду я объявляю набор. С 27 числа, с 27 июня у меня начинается группа похудения. То есть я оставшие свои 20 килограмм тоже сбрасываю вместе с вами. Девочки, пишите, звоните, не стесняйтесь. Это все будет, только буду я знать. Никто об этом знать не будет, не переживайте. Я умею скрывать секреты. Это точно. Это точно. Да, Гульнас? Я знаю, да. Да. Я Я еще тот сейчас- партизан, так что не Я переживайте. обязательно сохраню прямой эфир, оставлю ссылочку Лини Зоопара. Я сейчас сама марафоны не веду, но у меня сейчас уже другая задача стоит. У нас сейчас Лини Зоопа, который прям, ну, гуру в этом деле, она уже знает, она все прошла, и огонь, и воду, и медные трубы, деген кебе. Она прям все сізге жинтеклеп, har-bir аңлатып, с вами, если надо, Да. и лично тоже будет общаться, то есть все расскажет, все покажет, и обязательно вас прям выведет. И еще после Вот девочки результата- уже пишут, да, Да, наши екатеринбургские да. пишут, да, обязательно, Лиза, Обязательно да, пишите Лене Зоопара. И что хочу сказать, после полученного результата, возможно, захотят к вам в команду именно работать после такого результата. То есть Лене Зоопар у нас знает и 100% продукт, прям, ну, лучше меня это однозначно продукт знает. И также по бизнесу. То есть по бизнесу мы будем с вами вместе уже командой работать. То есть вас никто здесь не бросит, будем рахать, наверное, Нет, я свою команду Всё. буду вести до конца, конечно. Да. Будет просто, ну, я не знаю, просто вот брать и делать. Потому Ну, что даже жизнь, для она- примера скажу, смотри, Гульнас, меня бір қыз келді, она сама стройненькая, я говорю, странно, говорю, для чего вы это худеете? Она потом кофточку поднимает и говорит, у меня животик. И на самом деле такой рахитик, такой, тук-тук, животик. И мы с ней распланировали так, что я говорю, вот так-то так нужно все равно в любом случае сделать, чтобы организм не страдал. Буквально на второй неделе она мне написала, что у меня живот ушел. Я говорю, подожди, давай закрепим, чтобы живот не возвращался. То есть я понимаю, но я наоборот не понимаю тех менеджеров, которым и лишь бы продать продукцию и все, и Да, бросить. Так делать нельзя, ни в коем разе нельзя делать. Нужно же понимать, мы как вот на дне рождения говорили, самое главное это польза, правильно? Конечно. Чтобы добиться всего, от пользы же больше приходит пользы. Конечно. Поэтому я объясняю так, что не просто так. Девочки спрашивают, вот мне менеджер так продал. Я говорю, а что-то вам объяснил менеджер? Он говорит, нет. Ну, как так? И я все равно помогаю, я стараюсь, я отвечаю, думаю, ладно, вот поэтому стараюсь вести людей, да. Да, поэтому добро пожаловать в команду Ленизы Сиддиковой. Прям все вопросы. Ниндигина сұрауларыңыз болмаса, Лени Зоопара будет отвечать, будет вас вести до конца, до последнего. Еще раз повторюсь, сохраняю эфир. Лени Зоопарның марафон по стройности стартует 27 июня. Вы сейчас же можете ей написать, и сейчас же Лени Зоопар вам ответит, все расскажет. Да, Лени Зоопар? Сейчас Да, обязательно, я конечно. эфир сохраняю, отмечаю Лени Зоопарны, заходите и рахатланып эшлибиз. Рахмат, Лени Зоопар, что зашли, Я что рада. уделили время. Я вас очень сильно люблю. Будем на связи всегда. Пока-пока-пока. Я угу, салям. Давай, Обязательно. пока-пока. Давай, счастливо.